Эту удивительную на самом деле книгу написал татарский филолог, ученый, писатель из Набережных Челнов Рафис Салимжанов. «Дикое поле тюрков и глухая тайга нанайцев. Где жить лучше?» Выпуск 28. Но прежде маленькое объявление. Выпуск 27 по техническим причинам задерживается. Он будет опубликован чуть позже. А пока после 26 выпуска выпуск 28. Дети дикого поля. Тюрки, выходцы сами понимаете откуда. Из дикого поля. По фантастическому роману, называемому российской историей, мы оттуда. Так что, перефразируя знаменитую песню «Русское поле», мы должны петь ее вот так. «Поле, дикое поле, здесь отчизна моя, и скажу не тая, здравствуй, дикое поле, я твой тонкий колосок». Нам историки подарили дикое поле около приазовских степей. Чтобы, так сказать, легче было нас обозвать дикарями. Спасибо, господа товарищи историки. Постулат. Обязательный кочевой характер жизни кочевников. При кочевой-то жизни разве могут люди создать что-либо культурное? Нет, конечно. Что означает кочевность в российской историографии? Безбожную отсталость. Иди ты поди, доказывай, что это не так. Российская история превратила тюрков в второсортный народ, приписывая им кочевность. Кстати, я вам скажу интересную вещь. Я вам один умную вещь скажу, ты только не обижайся. Кочевники и сейчас есть, живут и кочуют они в просторах Монголии. И не только там. Это, кстати, один из древних и неплохих способов существования людей. Но для этого нужны определенные климатические условия. Во-первых, опять как в песне: на дальней станции сойду, трава по пояс. Человек впереди гонит свою еду и одежду. Хранить эту еду тогда в холодильниках, конечно, было невозможно в силу их отсутствия. Но это ничуть не означает, что эти люди в чем-то отставали. Это означает, что они в чем-то превзошли. Зачем же строить такие тяжелые дома, когда еда вокруг тебя так и бегает в неимоверных количествах? Ходи за ними и разводи их. Кстати, насчет тяжелых домов. Вы хоть раз в мире видели закат или восход? Вы хоть раз видели, как просыпаются тысячи существ, кроме человека, и мир буквально кишит, кипит, поет? Кто богаче душой? Человек, который сидит и тухнет в своих домах-каморках, от тюркско-татарского, кстати, камрак, тупик, и чердаках, от тюркско-татарского, кстати, чардак. Так кто богаче душой? Этот человек или человек, который постоянно связан, как теперь модно говорить, с природой и Вселенной? 70% энергии человек берет из космоса, говорят теперь. Не ручаюсь за точность процентов, но думаю, что намного богаче, сильнее, интереснее, лучше и чище человек, который живет на природе. Придет время, человек выйдет из этих убогих жилищ и, например, может запросто жить на берегу океана. Но для этого он должен быть образованным до такой степени, что будет плевать на ваши глубокие истины табуна лошадей, чем является в нынешнее время человечество
со своими евроцентризмами, шовинизмами, вооружениями и вечно враждующими и воюющими друг с другом святыми в кавычках религиями. Дерзу Узала. Не верите? Эта тема, между прочим, поднята и великой русской литературой. Жил-был в начале XX века русский мудрец Владимир Арсеньев. Он написал книгу «Дерзу Узала». Люблю эту книгу. Она у меня, как говорится, настольная. Во время ужина я бросил кусочек мяса в костер. Увидев это, Дерсу поспешно вытащил его из огня и швырнул в сторону. «Зачем бросаешь мясо в огонь?» — спросил он меня недовольным тоном. «Как можно его напрасно жечь? Наши завтра уехали. Сюда другой люди ходи, кушай. В огонь мясо бросай, его так пропади». «Кто сюда другой приедет?» — спросил я его в свою очередь. «Как кто?» — удивился он. «Енот ходи, барсук», в скобках заметим, от тюркско-татарского бурсык. «Барсук или ворона ходи, ворона нет, мышь ходи, мышь нет, муравей ходи. В тайге много разные люди есть». Я научился именно от этого Дерсу Узала пристальнее вглядываться на всякого рода люди, в кавычках люди. Есть в книге Владимира Арсеньева эпизод, где один старовер-христианин говорит, что души у Дерсу Узала нет. Вместо души один пар, как он говорит. «Нехрист он, азиат, Бога не верует». Старовер с пренебрежением плюнул и стал укладываться на ночь. Я распрощался с ним и пошел к своему биваку. У огня с солдатами сидел Дерсу. Взглянув на него, я сразу увидел, что он куда-то собирается. «Ты куда?» — спросил я его. «На охоту», — отвечал он. «Моя хочу один козуля», в скобках заметим, от тюркско-татарского каджа. «Один козуля убей, надо староверу помогай, у него детей много, моя считал, 6 есть». Не душа, а пар. Вспомнились мне слова старовера. Выводы делайте сами. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Следите за нашими выпусками. Продолжение следует. Давамы бар.